Иншаллах, начнем свой урок. Сделаем дуа сначала. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллахи, саллаллаху алейсалям. Аллахума шрах ли садри, ва яссир ли амри, ва ахлюл уqдатам мин лисани, яфкау каули. Аллахума аллимна ма янфауна, ва анфана бима алламтана, ва зидна ильма. Субханака ла ильма лана илля ма алламтана, иннака антал алимул хаким. После этого, иншаллах, мы продолжаем свои уроки по книге «Недуги сердца Муфсидат аль-Кулуб» в Исламском университете Украины онлайн-режиме. Мы рассказывали вам качество лицемеров, то, что пришло в Коране и Сунне. Мы дошли до 19 темы теперь. 19 побуждение к порицаемому и удержание от одобряемого. То есть, что делают лицемеры? Ихние качества мы сейчас перечисляем, качество лицемеров. Лицемеры побуждают к порицаемому и удерживают от одобряемого. Быть может, люди не знают, бывает такое тоже. Но бывает, если у человека есть такие качества, если собирается несколько качеств, и перечисляем эти качества, он будет лицемером. Теперь побуждение к порицаемому. То есть лицемер хочет, чтобы мы делали все плохое, все харамное, все запрещенное, преступления, чтобы мы делали. Лицемер ожидает от праведника, от праведного человека, от мусульманина, единобожника, чтобы он спотыкнулся. А праведный мусульманин не будет желать от человека, от мусульманина, своего брата мусульманина, чтобы он спотыкнулся. Будь это сестры между сестрами, или будь это между братьями. Какая разница? Братья и сестры, они вся одна община, один умма Мухаммада, саллаллаху алейхи. Лицемеры не будут желать, что? Чтобы человек ошибался, спотыкался, заблуждался. Извиняюсь, искренние люди не будут желать. А лицемеры будут этого желать, чтобы они ошибались, чтобы грешили. Побуждение к порицаемому у него, потому что есть такое качество у лицемера. И удерживание от одобряемого. То есть лицемеры стараются, чтобы мы не делали одобряемое. Лицемеры стараются, чтобы мы, валь-аяза билля, не оставляли плохого, харамного, запрещенного. Лицемеры, наоборот, хотят, чтобы мы делали все плохое. Итак, Всевышний Аллах сказал: лицемеры и лицемерки подобны друг другу. Они побуждают к порицаемому. Смысл перевода мы приводим из Корана аятом. Сура Покаяние, 67 аят. Лицемеры и лицемерки подобны друг другу. Они побуждают к порицаемому и удерживают от одобряемого. И сжимает свои руки, скупясь делать пожертвования. Они предали забвению Аллаха, и Он предал их забвению. Поистине лицемеры являются нечестивцами. Всевышний также сказал, что это порицая лицемеров. Эти слова Аллах сказал, порицая лицемеры, качество, которое противоположно качествам верующих. Это качество кого? Лицемеров. Противоположно верующим. Если верующий побуждает к одобряемому, то лицемеры наоборот. И удерживают от порицаемого, то лицемеры побуждают наоборот к порицаемому, плохому призывают, к запрещенному призывают. Лицемеры призывают к хараму, запрещенному. А верующие призывают, чтобы оставить это, чтобы оставить запрещенные и порицаемые. Так как тут говорится, если верующие побуждают к одобряемому и удерживают от порицаемого, то лицемеры побуждают к порицаемому и удерживают от одобряемого и сжимают свои руки. То есть руки сжимает. Когда мы не делаем ширк, кофр, харам, лицемеры хотят, чтобы мы делали многобожие, неверие, харам. Лицемеры хотят, чтобы мы спотыкнулись, чтобы мы допускали ошибок. Лицемеры хотят наших ошибок. Но верующие не хотят. Верующие не ищут недостатки верующих. Они наоборот стараются скрыть их недостатки. Скупятся делать пожертвования. То есть не желают жертвовать на пути Аллаха. Это кто? Это лицемеры не хотят сделать пожертвования на пути Аллаха. Они предали забвению Аллаха. То есть забыли о поминании Аллаха. И Он предал их забвению. То есть поступил с ними так, как поступает с теми, кого забыли. Это подобно словам Всевышнего: сегодня мы предадим вас забвению, подобному тому, как вы предали забвению встречу в этот день.
Сура преграды, 51 аят. Поистине лицемеры являются нечестивцами, Аллах сказал. Фасикин имеется в виду, фусак. То есть они свернули с пути истины и следуют путем заблуждений. Ибн Касир приводит в своем тафсире. Теперь вы поняли этот пункт качества лицемеров. То есть лицемеры хотят от нас ошибок, заблуждений, неверия и побуждает нас к этому. И так ты узнаешь, это лицемер или нет. Дальше лицемеры призывают к неверию, заблуждению, расколу, фитне. Однако верующие не так, они переживают за общину Мухаммада, саллаллаху алейхи. 20 теперь качество лицемеров. Нежелание усердствовать на пути Аллаха. Всевышний Аллах сказал, оставшиеся позади, не принявшие участие в походе Табука, радовались тому, что они остались позади посланника Аллаха. Им было ненавистно усердствовать своим имуществом и своими душами на пути Аллаха. И они говорили, не отправляйтесь в поход в такую жару. Скажи, огонь гиены еще жарче. Если бы они только понимали. Сура Покаяние, 81 аят. Всевышний Аллах сказал, это порицая лицемеров, которые отказались отправиться в поход на Табук вместе с подвижниками посланника Аллаха, саллаллаху алейхи, и радовались тому, что те ушли. А они остались отсиживаться. Им было ненавистно усердствовать вместе с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи, своим имуществом и своими душами на пути Аллаха. И они говорили друг другу, не отправляйтесь в поход в такую жару. Поскольку поход на Табук был предпринят сильный зной, то есть сильную жару, когда всем хотелось сидеть в тени и наслаждаться созревшими плодами, Всевышний Аллах велел своему посланнику сказать им, что огонь гиены, в который они попадут за свое противоречие, еще жарче, за то, что не последовали за пророком, саллаллаху алейхи, знойную жару в поход, чем тот зной, от которого они бежали. Более того, он жарче племени, то есть пламени, извиняюсь, жарче пламени. Ибн Касир в тафсире приводит это. Теперь вы понимаете, тот, кто не последовал за посланником, саллаллаху алейхи, в то время, наоборот, некоторые, кто опоздали из-за определенных причин, они делали покаяние за то, что опоздали, как Ка'б бин Малик и другие, которые с ним были. И Аллах послал насчет них суру покаяние этих людей. Однако другие лицемеры хотели наоборот, чтобы мусульмане, сподвижники, единобожники оставили поход посланникам, саллаллаху алейхи. Это лицемеры не хотят, чтобы делали добрые деяния, правильные деяния. 21 теперь колебания и стремление избежать. Стремление избежать. Всевышний Аллах сказал, вот сказали лицемеры и те, чьи сердца поражены недугом, обещания Аллаха и его посланника были всего лишь обольщением. Вот некоторые из них сказали, о жители Ясриба Медины, вы не сможете выстоять, вернитесь. А некоторые из них попросили разрешения у пророка, саллаллаху алейхи, и сказали, наши дома остались без защиты. Они не были беззащитны, они лишь хотели сбежать с поля боя, сбежать с позиции, сбежать с подчинения Аллаха, его посланника и также амира, предводителя мусульман. И союзные племена, в этом сурате, это приводит в сурат Ахзабе 12-13 аятах, то есть лицемеры хотели сбежать. И лицемеры, когда делают ошибку, спотыкаются, выявляют свое лицемерие, один, второй, когда они не каются, они дальше начинают погружаться все хуже и хуже. Теперь 22. Промедление. Всевышний Аллах сказал, поистине среди вас есть такой, который задержится. И если вас постигнет несчастье, то он скажет, Аллах оказал мне милость тем, что меня не было рядом с ними. Сура Женщины, 82 аят. Так Всевышний Аллах описал лицемеров своему пророку, саллаллаху алейхи, и его сподвижников. Указал на их качество. Он сказал, поистине среди вас, о верующие, то есть среди ваших соплеменников и окружающих вас людей, есть человек, делающий вид, что он принадлежит к числу приверженцев вашего призыва и вашей религии. Это лицемер, который отговаривает тех из вас, кто подчиняется ему, от участия в сражении с вашими врагами. Когда вы собираетесь выступить против них, и если вас постигнет нечестие, то есть несчастье, то есть
если вы потерпите поражение, или ваши враги убьют вас или ранят, то он скажет, лицемер: Аллах оказал мне милость тем, что меня не было рядом с ними. Представляете? А они хотели погибнуть на пути Аллаха. Ведь иначе, дескать, я тоже был бы ранен, или мне причинили бы боль, или я был бы убит. Его радует то, что он уклонился от участия в походе с вами, то есть с пророком, и злорадствует, глядя на вас, потому что сам он относится к числу тех, кто сомневается в истинности обещания Аллаха, который обещал верующим награды за то, что постигает их на пути Аллаха, а также истинности его угрозы, и он не надеется обрести его награду и не боится его наказания. Табарани приводит это. Итак, вы видите, как лицемеры уклоняются от приказа Аллаха Субхану ва Тааля. 23 теперь. Уклонение. Всевышний Аллах сказал, среди них есть и такое. Это качество лицемера. Уклонение. Среди них есть такой, который говорит: позволь мне остаться дома и не искушай меня. Безусловно, они уже впали в искушение. Поистине, гиена объемлет неверующих. Сура 9, покаяние, сура 90, то есть 49 аят. Всевышний Аллах сказал: среди лицемеров находится тот, кто говорит тебе: о Мухаммад, позволь мне остаться дома, то есть отсиживаться, и не искушай меня, побуждая отправиться в путь вместе с тобой. Ведь там женщины ромеев, женщины руммов, имеется в виду римлян. Всевышний Аллах сказал: безусловно, они уже впали в искушение. То есть они впали в искушение, сказал это. Ибн Касир приводит это в тафсире. Итак, баракаллаху фикум, вы видите, как искушается человек тогда, когда уклоняется от законов Аллаха. Представляете, это один закон из законов Аллаха – выступить в походе. А тут столько законов, люди отказываются, уклоняются от законов Аллаха, готовы оставить закон Аллаха. Ла хауля ва ла куввата илля билля. Как обмануты сегодня многие мусульмане лицемерами. Те, кто уклоняется от законов Аллаха, они являются лицемерами. 24. Придумывание оправдания своему отказу присоединиться к остальным верующим. То есть придумывание, повторяюсь, 24 качество лицемеров. Придумывание оправдания своему отказу присоединиться к остальным верующим. Всевышний Аллах сказал: когда вы возвратитесь к ним, они станут оправдываться. Скажи: не оправдывайтесь, мы все равно не поверим вам. Аллах уже сообщил нам вести о вас. Аллах и его посланник увидят ваши деяния, а потом вы будете возвращены к ведающему сокровенное и явное, и он сообщит вам о том, что вы совершали. То есть лицемеры. Сура покаяния, 94 аят. И сура Тауба покаяние называется. Люди сделали покаяние искренне. Они искренне не делают до сих пор покаяние. До сих пор есть люди, которые не делают покаяние от своих заблуждений. Всевышний Аллах сообщил о лицемерах, что когда верующий возвращается в Медину, лицемер начинает оправдываться. Аллах говорит поэтому: скажи им, не оправдывайтесь, лицемеры. Тут нету написано лицемеры. Не оправдывайтесь, сказано. Мы все равно не поверим вам. Аллах уже сообщил нам вести о вас, о вашем положении. Лицемеры имеется в виду. То есть Аллах сообщил нам все о вашем положении. Аллах и его посланник увидят ваши деяния. То есть Он покажет ваши деяния людям в этом мире. А потом вы будете возвращены к ведающему сокровенное и явное. И Он сообщит вам о том, что вы совершали. То есть сообщит вам о ваших деяниях благих и скверных. И воздаст вам за них. Ибн Касир Тафсир приводит это. Теперь вы поняли опять качество лицемеров. То есть 24. Придумание оправдания своему отказу присоединиться к остальным верующим. Обычно, когда бывают массированные удары, скажем, борьба, война сильная, люди, когда бывает, меняют позиции, чтобы не погибнуть определенному отряду. Позиции поменять — это одно. Аллах разрешает в Коране мутахайизан о мутахаррифа ликиталин, Аллах сказал. Мутахайизан иля фиатин.
То есть одной группе примкнуть может быть, тут уже группа расслабилась, ослаблась, примкнуть другой. Или, допустим, другая группа, это какая группа? Подчиняется верховному руководству. Не делают они хаос в одном государстве, не делают раскол в государстве. Тот, кто делает раскол в государстве, или джамаати, общине имеется в виду, тот является из качества лицемера у него. Большой грех, да, большой грех является раскол, делать в таких моментах тем более. Дальше государство раскол делать, как говорится, да, делать раскол, это расслабить государство имеется в виду. Дальше второй вариант есть мутахайизан о мутахаррифан ликиталин. Или мутахаррифан, или поменять позицию, чтобы опять бороться. Но в подчинении руководства никак не уходит. Тот, кто уходит, который уходит и расслабили ряды, они являются, как говорится, дезертирами. Итак, дальше. 24 мы вам рассказали. Теперь 25. Они скрываются от людей. Лицемеры скрываются от людей. Всевышний Аллах сказал, они укрываются от людей, но не укрываются от Аллаха. Тогда как Он находится с ними. Когда они произносят по ночам слова, которыми Он недоволен, Аллах объемлет то, что они совершают. Сура Женщины, 108 аят. То есть лицемеры то, что когда уединяются, они думают, что Аллах их не слышит. Однако их Аллах слышит, субхану ва тааля. Аллах с ними, своими знаниями, Аллах слышит, все слышащий, Он все видящий. Это упрек адресован лицемерам, которые скрываются со своими мерзостями от людей, дабы те не осуждали их, но не скроют свои деяния от Аллаха, поскольку Он все равно видит то, что в их душах, и знает, что в их сознании, и знает Аллах, что в их сознании. Поэтому Он сказал, тогда как Он находится с ними, когда они произносят по ночам слова, которыми Он недоволен, Аллах объемлет то, что они совершают. Это угроза от Аллаха, субхану ва тааля. Это все Ибн Касире приводится это. То есть лицемеры думают, что Аллах, субхану ва тааля, их не видит, не слышит, не знает об их речах. Итак, 26-е качество лицемеров – радость из-за вреда, который причиняется верующим. Лицемеры, наоборот, радуются, когда у нас бывают какие-то беды. У верующих, единобожников, ахлю сунна. Когда бывают беды, наоборот, лицемеры радуются. Радость из-за вреда, который причиняется верующим, единобожникам, мусульманам. Всевышний Аллах сказал об этом: «О вы, которые уверовали, не берите своими помощниками тех, кто не из вас». Как сура Али-Имран это. Они не упускают случая навредить вам и радуются вашим трудностям. Ненависть уже проявилась у них на устах, но в их сердцах кроется еще большая ненависть у этих лицемеров. Мы уже разъяснили вам знамения, если вы только разумеете. Вот вы любите их, а они вас не любят. И вы верите во все Писания. Когда они встречаются с вами, то говорят: мы уверовали. Когда же остаются одни, то есть лицемеры одни остаются, то кусают кончики пальцев от злобы к вам. Скажи: умрите от своей злобы. Аллаху известно о том, что в груди. Если с вами случится доброе, оно огорчает их. Если же постигает несчастье, они радуются, лицемеры. Но если вы будете терпеливы и богобоязненны, то их козни не причинят вам никакого вреда. Поистине Аллах объемлет все, что они совершают. Сура Али-Имран, 118-120 аят. Всевышний Аллах сказал: это запрещая своим верующим рабам делать лицемеров своими ближайшими друзьями, то есть раскрывать им свои секреты и делиться с ними своими намерениями в отношении врага, потому что лицемеры не жалеют силы, стремясь поступить наперекор верующим и причинить им вред всеми возможными способами. Они строят козни, плетут интриги и обманывают, и им по душе все, что создает трудности для верующих, ранит их и тягостно для них это получается. Они строят козни против кого? Против верующих, единобожников. Плетут интриги и обманывают. Это верующий делает. И им по душе все, что
создаются трудности для верующих. Сегодня у верующих, допустим, раскол, они радуются этому, они пользуются этим, радуются этим. Ранит их и тягостно для них это. Ибн Касир Тавсир приводит это. 27 теперь признаки лицемеров. Если ему доверяет, он предает этот лицемер. Если говорит, то лжет, он большинство лжет. Он предает, он имеется в виду что? Не харамный договор он разрушает. Он должен сказать, это харам, я не могу исполнять этот договор. Если он разрушает этот договор, заключили договор, узнал он, что нельзя за таким-то, таким-то, допустим, делать договор, или продолжать на этом договоре, или идти подчинение, допустим. Он должен сказать, все, я разрушаю этот договор, неправильно было, оказывается. Если ему доверяет, он предает. Это качество лицемеров. Если говорит, то лжет. Имеется в виду, большинство лжет он, когда говорит. Если обещает, то нарушает обещание. Это качество лицемера. Если ведет тяжбу, и да, хасама фаджр сказано в хадисе. Если он ведет тяжбу, тогда он выходит из себя. Тут сказано, что если ведет тяжбу, то поступает нечестно. То есть нечестно поступает, и за хасам фаджр выходит из себя. Как некоторые кавказцы любят, когда начинается ссора, сразу бить человека. Нет. Если человек сказал слово, ты скажи слово. И все. Бить харам. Ты дальше повышаешь, получается, свои полномочия повышаешь. Ты не имеешь права. Слово сказал, тебя оскорбили словом, ты оскорбляешь словом. И все. Ты можешь его, то есть опровергнуть его ложь? Можешь, конечно. Не врать, а говорить, опровергать. Всевышний Аллах сказал, среди них есть такие, которые обещали Аллаху. Если Он одарит нас из своих щедрот, то мы непременно станем раздавать милостыню и будем одними из праведников. Когда же Он одарил их из своих щедрот, они стали скупиться и отвернулись отвращением. Он наказал их, селил их сердца лицемерие до того дня, когда они встретятся с Ним, за то, что они нарушали данные Аллаху обещания, и за то, что они лгали. Сура 9, Покаяние, 75-77 аяты. Всевышний Аллах сказал, что среди лицемеров есть такие, которые обещали Аллаху. Если Он одарит нас из своих щедрот, то мы непременно станем раздавать милостыню и будем одними из праведников. Однако, когда Аллах дарует такому человеку то, о чем Он говорил, он не исполняет своего обещания и не поддерживает, то есть и не подтверждает делами свои заявления. И Аллах наказывает таких людей, оставляя в их сердцах лицемерие до самого судного дня, в котором они встретятся с Аллахом. Да убережет нас Аллах от подобного. Ибн Касир в Тавсире приводит это. Всевышний Аллах сказал, среди людей есть такие, которые говорят, мы уверовали в Аллаха и в последний день, однако они суть неверующие. Сура Коровы, то есть Сура Туль-Бакара, 8 аят. Среди людей, сказано в переводе этого аята, есть такие, которые говорят, мы уверовали в Аллаха и в последний день, однако они суть неверующие, лицемеры. Ибн Каим сказал, главное, что есть у них обман и козни. У кого? У лицемеров. Тот, кто плетут обман и козни против верующих единобожников мусульман, и все, что они владеют, ложь и желчность. И у них приспособленческий склад ума. Приспособленцы, как говорится, да? Приспособленческий склад ума. Они стараются сделать так, чтобы обе группы были довольны ими. И тогда они будут в безопасности между ними. Между верующими и неверующими. Они с верующими верующие, с неверующими неверующими. Это лицемеры. И тогда они будут в безопасности между ними. Они делают якобы, да, объединяет этих двух. Как объединяет? Под лицемерием получается. Они плетут тут козни. Они пытаются обмануть Аллаха верующих, но обманывают только самих себя и не осознают этого. Мадарджи Саликин. Книги Мадарджи Саликин приводится. Абдуллах бин Амр бин Ас передает, что пророк, саллаллаху алейхи сказал, лицемер в полном смысле этого слова отличается 4 качествами, а в том, кому присуще хотя бы одно из этих качеств,
останется одной из качеств лицемерия до тех пор, пока он не избавится от него, который мы перечислили недавно в хадисе, помните, 4 качества. «Ида хасама фаджр», я сказал, когда спорит, выходит из себя. Когда такому человеку доверяется, он предает. Когда он рассказывает о чем-либо, то лжет. Заключив договор, поступает вероломно. Это качество лицемера, которое мы только что прошли хадис. Поступает он вероломно. А когда, имеется в виду, заключил договор, если халяльный, дозволенный договор, продолжай, сохраняй договор. Не поступай как неверующий или как лицемер, не поступай. Поступает вероломно. А когда ведут тяжбу с кем-либо, поступает нечестно, переходит границу. Итак, хадис Бухари Муслима. Ан-Науи сказал, имаму Науи есть такой шафи мазаби, сказал, этот хадис вызвал затруднение у некоторых ученых, поскольку те же качества могут быть присущи и мусульманину. Эти качества, которые мы перечисляли, в отношении ислама, которые нет никаких сомнений. Братья пророка Юсуфа, алейхиссалам, обладали этими качествами, и даже у некоторых наших праведных предшественников и ученых можно найти подобные поступки. Часть, то есть их, или все, часть этих качеств лицемеров, или все качества. Однако в действительности в этом хадисе хвала Всевышнему Аллаху нет никакой ясности. Однако ученые разошлись во мнениях относительно его смысла. Самые авторитетные ученые, вообще большинство ученых сказали, и это правильное и наилучшее мнение, что смысл хадиса таков: эти качества присущи лицемерам, и их обладателям подобен лицемерам. Их обладатель этих качеств подобен лицемерам. В этих качествах ведет себя как они. Он не лицемер еще, подобие ему имеется в виду лицемером. Ведет себя как они, как лицемеры. Поистине лицемерие это сокрытие в душе того, что противоположно демонстрируемому. А это описание относится и к обладателю названных качеств. И его лицемерие является таковым для тех, кому он говорит. И кто доверяет ему и с кем он ведет тяжбу. Тяжбу, споры, тяжбу. И кому дает обещание. И это не то лицемерие, при котором человек демонстрирует ислам, а в душе скрывается неверие. Говоря это, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не имел в виду, что такой-то человек является лицемером. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, так легко не делал хукмы подобным лицемерам, неверующим, которых ждет вечное пребывание в нижнем слое адского пламени. То есть Аллах в Коране сказал: «Инналь мунафикина фиддаркиль асфали минан нар». Лицемеры, которые скрывают свое неверие, показывают веру, они говорят шагаду, намаз делают, пост, закат, хадж, джихад. Делают они лицемеры, но скрывают свое неверие. Это ихние качества, рассказывает нам пророк, саллаллаху алейхи вассалям, имам Науи потом объясняет. Говоря это, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не имел в виду, что такой-то человек является лицемером. Подобным лицемерам неверующим, которые мы сказали, да, скрывали неверие свое, которых ждет вечное пребывание в нижнем слое адского пламени. А слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, лицемер в полном смысле этого слова означает, что этот человек очень сильно похож на лицемеров из-за этих качеств. Некоторые ученые сказали, что это относится к тому человеку, у которого эти качества присутствуют все время. Опять повторяюсь. Некоторые ученые сказали, что это относится к тому человеку, у которого эти качества присутствуют все время. Поняли, да? Что же касается тех, у кого подобные качества проявляются очень редко, то он не становится к этой категории. Это наилучшее мнение о смысле хадиса пророка, саллаллаху алейхи вассалям, сказал имам Науи, рахматуллахи алейхи. И теперь 28-е качество. Три страницы это. На этом, иншаллах, остановимся мы. Баракаллаху фикум. На следующем уроке расскажем вам то, что на 23-й странице, то есть на 22-м пункте остановимся. Откладывание молитвы. Отдельно расскажем, иншаллах, об этом на следующем уроке. Если у вас есть вопросы, спрашивайте, баракаллаху фикум. Остановились мы на 61-й странице на этой книге. Если у вас есть, спрашивайте вопросы.